Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. Министр обороны Абхазии Владимир Хануа посетил с инспекцией 2-й отдельный мотострелковый батальон в городе Очамчира. Цель проверки – ознакомление с обустройством центра жизнью и бытом военнослужащих. Проверка состояния боевой готовности. К инспекции также привлекаются заместители министра обороны, начальники управления отделов и служб Минобороны Генерального штаба. Владимир Хануа посетил и отдельный отряд специального назначения, который также дислоцируется в Очамчире. Отметив значимость отряда, министр представил личному составу нового командира Тимура Харчилава. Заместитель министра обороны Олег Аршб обратил внимание на высокий уровень подготовки военнослужащих, получающих образование как в республике, так и за ее пределами. Примером такой подготовки Олег Аршба назвал успешное выступление абхазских танкистов на международных армейских играх «Армия-2020». Конечно, непростые задачи ставятся перед отрядом специального назначения и в мирное, и в военное время. Поэтому мы должны четко выполнять все требования и все задачи, которые ставятся перед вами. Руководство страны все делает для того, чтобы армия шла вперед, обеспечивалась, и вы должны показывать на всех соревнованиях именно насколько вы подготовлены. Вы должны быть лицом для молодого поколения. Подготовку наши военнослужащие проходят в высшем войсковом командном училище, расположенном в городе Сухуми, а также в военно-учебных заведениях Российской Федерации. Обучение основано были на стандартах Советского Союза. Я хочу вам напомнить, что подготовка военнослужащих советской армии – это были такие очень высокие стандарты, которые позволили в годы грузинской агрессии руководству Абхазии в кратчайшие сроки подготовить боеспособную армию, которая разгромила агрессора. Я хотел бы от лица руководства Министерства обороны выразить большую благодарность нашему стратегическому союзнику, который оказывает нам огромную помощь в подготовке военнослужащих по всем направлениям. По поручению президента Аслана Абжани вице-премьер Кристина Узган посетила Лыхнинскую и Аджамчекрскую средние школы и 2 учебных заведения в городе Гудаута. Школу номер 1 имени Нестора Лакоба и школу номер 2 имени Виктора Аргун. В инспекционной поездке ее сопровождали исполняющие обязанности главы администрации Гудаутского района Баграт Боджгуа, руководитель районного управления образования Светлана Айба и главный санитарный врач района Инга Чанба. Кристина Узган проверила, как соблюдаются в школах санитарные нормы и предписания Координационного штаба по защите населения от коронавируса. Вице-премьер предметно пообщалась со специалистами сферы образования, обсудила их проблемы и зафиксировала все вопросы, которые беспокоят учителей. С организацией учебного процесса в некоторых общеобразовательных учреждениях ознакомился и глава МИД Абхазии Даур Кови. Совместно с главным санитарным врачом республики Людмилой Скорик министр посетил 11-ю Сухумскую школу и школы сел Аца и Куланруха и 3-ю, 4-ю школы города Гудаута. По итогам поездки Даур Кови отметил, что руководство проинспектированных учебных заведений по мере возможности предприняло все необходимые меры для защиты учеников и педагогов от коронавирусной инфекции. Однако было отмечено, что ряд учебных заведений нуждаются в ремонте. В Центральном выставочном зале Союза художников открылась выставка конкурсных проектов памятника 2-му президенту Абхазии Сергею Багапшу. На выставке представлено 9 работ. В течение недели жители республики могут ознакомиться с экспозицией и высказать свое мнение, проголосовав за лучший, по их мнению, проект. С представленными на выставке работами ознакомился и сын Сергея Васильевича Зураб Багапш. В зале 9 проектов эскизов памятника 2-му президенту Абхазии Сергею Багапшу. И одновременно лучший проект по благоустройству площади. Сделать так, чтобы скульптура гармонично вписалась в окружающую среду, непросто. А это одна из основных задач, которая была поставлена перед художниками. Яркие краски и спокойные тона, величественность, красивые фонтаны и зелень. У каждого автора свое видение. Нам приглянулась первая, вон та, вот если вы ее видели. Вот это. Нам больше всего нравятся более современные работы. И, наверное,
более светлый, где много зелени. Где много зелени, удобное пространство. То есть первая работа этим приглянулась, да? Да. А вот тебе что понравилось? Понравилась вторая работа. Тем, что даже оставили барельеф Сергея Багапша. Также, что очень много зелени и пространства для того, чтобы посидеть. Также оставили бригантин. И все очень светлое. В проекте должны выбрать 2 работы, ведь это конкурс как на лучший проект памятника и благоустройства площади имени Сергея Васильевича Багапш в Сухуми и Очамчире перед зданием администрации района. Что касается Очамчиры, то здесь была представлена лишь 1 работа. На данном этапе в связи с регламентом и положением работы Государственной комиссии, как вы заметили, все работы они у нас кодифицированы, пронумерованы. На данном этапе говорить об авторах с целью объективной оценки всех работ мы не можем. Цель проекта – увековечивание памяти Сергея Багапш. По словам главного архитектора столицы Светланы Шаменковой, члены комиссии по монументальному искусству не предъявляли никаких требований к участникам. Мне приятно было увидеть то, что есть совершенно неожиданные решения. Совершенно неожиданные, на которые бы мы, допустим, я как архитектор, может быть, никогда и не подумала бы так принять решение, но архитекторы и скульпторы нам предлагают такое решение, почему бы и нет. Несмотря на то, что никаких ограничений у художников не было, но попытаться изобразить в своей работе доброту и спокойствие, в то же время строгость и силу и другие качества второго президента страны – важнейшая задача, которая стоит перед художниками. Выполнить ее непросто. Увековечить не только память Сергея Васильевича, а вот именно его внутреннюю составляющую, каким он был человеком, да? Ведь он для нас, для всех очень близкий человек. Кто-то с ним был знаком, кто-то не был с ним знаком. И ребята, которые не были с ним знакомы в силу своего возраста, да, они представляют свое решение на тех статьях, которые они читали об этом человеке, да, на тех фотографиях, на которых они основывались. И вот это интересно, уловили они суть этого человека или не уловили. Есть вероятность, что эти работы будут рассматриваться в 2 этапа. Достойных работ немало. Мы не ожидали вот такого уровня работы, потому что вот с первым конкурсом у нас немножко произошла вот коллапс такой, но я прекрасно понимаю людей, которые не захотели принять участие в конкурсе по Владиславу Григорьевичу, потому что там совершенно не определена градостроительная ситуация, да, и сложно было бы принимать какие-то решения. Здесь более что-то конкретизировано. Конкурс на лучший проект памятника Сергею Багапш и благоустройству окружающей территории международный. В нем принимают участие и российские мастера. Победителя можно определить с помощью онлайн-голосования, которое начнется 28 февраля и продлится до 10 утра 3 марта. Все работы будут выставлены на сайте Министерства культуры Абхазии. Кроме того, увидеть и оценить проекты может каждый житель республики. Выставка работ на лучший проект памятника второму президенту Абхазии в Центральном выставочном зале продлится до 3 марта. Кугуса Вардания, Инал Угухава, Абхазское телевидение. Проблемы экскурсионной отрасли и способы их решения обсудили представители экскурсионных фирм, администрации курортных городов и районов и крупных туристических объектов показа. Встреча прошла в конференц-зале гостиницы «Атриум Виктория» под председательством министра туризма Тимураза Хишба. Репортаж Эсмы Голанзе. Министр туризма Теймураз Хишба открыл заседание словами благодарности в адрес экскурсоводов, подчеркнув тот факт, что они выполняют не только предпринимательскую, но и дипломатическую миссию. Именно экскурсоводы во многом формируют имидж нашей страны для гостей. 3 недели тому назад была встреча с представителями экскурсоводов. Очень интересная встреча была. Они мне описали и обозначили те болевые точки, которые существуют в этом бизнесе, в этом деле. После этого ко мне приходили отдельные представители экскурсионных фирм, тоже с предложениями. Мы готовы слышать, мы готовы к совместным проектам. То есть нет никаких постулатов, что вот мы так решили, так и будет. Нет, давайте вместе выработаем те правила игры, которые прежде всего устроили бы вас. Наша какая задача, как министерство, чтобы наша страна была представлена в наилучшем виде, первое. И второе, чтобы история нашей страны
не искажалось во время этих экскурсий. Экскурсоводы рассказали о проблемах, с которыми сталкиваются в своей работе. Среди основных были отмечены нелегальные экскурсии. Лжегиды проводят свою деятельность неофициально, привлекая туристов низкими ценами за услуги. Зачастую у таких экскурсоводов поверхностные знания об истории, культуре и традициях Абхазии. Тем самым они наносят вред имиджу страны. На сегодняшний день мы сталкиваемся с такой проблемой, как частники, которые занимаются сами маршрутами. Это на минивенах, кто-то микроавтобус имеет, частным образом возит туристов без экскурсовода, сам рассказывает что-то, то есть некомпетентно преподносит информацию, неправильную информацию, потому что он не обладает нужной информацией в маршруте. Естественно, мы не можем с ними конкурировать, потому что он работает сам на себя и цену устанавливает сам, какого захотел. То есть он не платит налог, он не платит экскурсоводу, где-то он может провести людей, как своих гостей, свою семью. И я считаю, что над этим вопросом надо задуматься и контролировать. В свою очередь, Теймураз Хишба пообещал всячески помогать добросовестным сотрудникам туристического рынка Абхазии. Контроль за экскурсоводами-нелегалами будет вести отдел контроля Минтуризма совместно с правоохранительными органами. Более того, турфирмы, не прошедшие аттестацию в министерстве, будут строго наказываться. Эта фирма будет оштрафована. Я вот вам прямо сейчас на месте даю обещание лицензионному отделу аннулировать все лицензии этой компании. Работать они не будут. Это вот самое простое, что я могу сделать. Аттестация должна быть у нас обязательно. И второе, абхазский паспорт. Я специально сегодня попросил необходимые подразделения присутствовать. Вот здесь есть начальник отдела, она вот сейчас записывает. Сразу лицензию мы отнимаем. Никакого штрафа. 500 рублей штраф, или я больше так не буду делать. Все закончили. Еще одна проблема туристической отрасли в Абхазии, по мнению экскурсоводов, это наличие мусора в общественных местах. Как только турист попадает в Абхазию, первое, что он видит – отходы на прилегающей границе территории. Это очень бросается в глаза. И, конечно, мы хотим рассказать о своей родине красиво, но, видя такой пейзаж, все портит. А вот где основная часть мусора, самые загрязненные места? Вот экскурсионный транспорт выезжает через дорогу в Сальму, то есть так называемую через яму, да, и вот там есть рыночек, где когда-то продавали мандарины, вот стоят фуры, вот этот рыночек, который огражден от дороги, то есть экскурсионный транспорт туда не попадает, туда попадают только частные машины. Туристы всегда, они достаточно сознательный народ, и всегда подходят и спрашивают: Наталья, а где мусор? Мы начинаем сами его искать, где этот мусорный бак точнее, и, к сожалению, он прям на вес золота, никогда нету его. Начальник управления по курортам и туризму Гагарского района Ахраб Ганба выразил надежду на то, что проблема мусора будет постепенно решаться. В 2020 году у нас действительно, вы знаете, был серьезный спад из-за пандемии. Граница открылась только с 1 августа, и не сразу хлынули к нам туристы, но поэтапно их количество увеличивалось. В городе Гагра мы попытались, конечно же, кардинально изменить некоторые проблемы. В первую очередь, это самая серьезная проблема у нас с мусором. В 2021 году мы ожидаем плюс еще две мусорные машины, благодаря нашему главе города Гагра, это Юрий Львович Хагуш. Ну и, конечно же, персонал, который работает непосредственно, не покладая своих рук, убирает вот этот мусор. На встрече также обсуждались и другие проблемы туристической сферы страны. И все же, как отмечали ее участники, несмотря на все проблемные точки Абхазии, количество туристов в республике растет. Эсма Голанзе, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Если позволит эпидемиологическая ситуация, в 2021 году будет проведен новый конкурс «Гордость Абхазии». Об этом сообщил в интервью Обснапресс действительный государственный советник России, автор проектов «Будущее Абхазии», «Гордость Абхазии», «Послы доброй воли» Инал Арценба. «Гордость Абхазии» – конкурс молодых управленцев, нацеленный на выявление и поддержку талантливой молодежи. По мнению организаторов, «Гордость Абхазии» – это пример новой модели приема на государственную службу. Во всем мире все активнее применяются открытые конкурентные технологии подбора специалистов, и это позволяет повысить качество государственного управления.
Во Всемирном абхазо-абазинском конгрессе прошла первая этнографическая лекция, посвященная традиционному этикету абхазской женщины. Лекцию читала этнолог Марина Барцыц. Алика Трапш расскажет подробности. Издревле в традиционной культуре абхазов, как и многих других народов Кавказа, к женщине относились с большим уважением. Она имела право голоса не только в семье. К ее мнению прислушивались и в обществе. Оскорбление женщины приравнивалось к кровной обиде. При женщине совершенно не допускались ссоры, драки. Этикет традиционной абхазской женщины имеет ряд особенностей, но при этом он во многом перекликается с общечеловеческими понятиями о правилах хорошего тона. Об этом и не только говорили на лекции, посвященной традиционному этикету абхазской женщины. Роль абхазской женщины вот в современных реалиях, то, что было раньше. Мы понимаем, что раньше это было по-другому. Сейчас мир меняется, естественно, роль женщины она немного тоже меняется. И вот интересно было, что она расскажет, поэтому я пришла, естественно, мне очень интересно. И иногда же смотришь, думаешь, вот мы воспитываем детей, мы хотим воспитывать их в наших традициях, с нашими обычаями. Вот именно чтобы наша идентичность, именно нас, кавказцев, чтобы отличала от других народов. Да? Мы же абхазы, мои дети абхазы. Я хочу, чтобы они именно традиции соблюдали и обычаи. Не совсем так, как раньше было. Наверное, это даже трудно. Но хотя бы насколько это возможно. Лекцию о традиционном этикете абхазской женщины провела этнолог Марина Барцыц. По ее словам, в настоящее время наблюдается снижение этикетности как среди женского общества, так и мужского. Падение этикетности произошло с обеих сторон одинаково. А этикетность, в первую очередь, там уважать, чтобы другого уважать, надо себя уважать. Вот это чувство собственного достоинства. Мы должны понять, кто мы. Генетически, исторически, культурно, географически. Откуда у нас это. Да? Даже мы же антропологически тоже оказались, то есть мы такие, потому что мы здесь выросли, здесь живем, наши предки отсюда. То есть знать себя, знать собственную культуру и транслировать культуру. И не просто транслировать, мы говорим о системе воспитания, нельзя его учить делать так, он должен в этой системе расти, чтобы мы ахацгылара, да, вставать, выражать почтение вставанием, чтобы это было. Что говорила столетняя бабушка, которая каждый раз вставала, когда ребенок забегал? Она говорила, если я это не сделаю, откуда он будет знать, что так надо делать? То есть люди, мы должны создать вот эту атмосферу хала адзазару, мы должны в этом жить, расти, и мы должны все время это видеть. На площадке Всемирного абхазо-абазинского конгресса не впервые проводят подобные встречи. Проекты, которые реализуются сотрудниками ВАК, всегда актуальны и пользуются большим интересом. Формат сегодняшней встречи носит, если можно применить такое слово, дружеский характер. То есть мы обратились к дружественным нам организациям, Кераз, Ашана, преподаватели. То есть когда мы выбирали целевую аудиторию сегодняшней встречи, мы нарисовали такой образ современной девушки, прогрессивной, абхазки, которая не хочет потерять полностью традиции, этикет. Вот когда вот вырисовался этот портрет девушки, мы определили целевую группу. Всемирный абхазо-абазинский конгресс намерен продолжить цикл лекций, посвященных традиционному этикету абхазской женщины. Алика Трапш, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. В столичном парке Курченко проводятся работы по очистке и приведению территории в порядок. Около 10 сотрудников муниципального управления благоустройства администрации города Сухум вручную очищают территорию парка от кустарников и колючек, после чего здесь будет произведена обрезка деревьев. Акация, а также заросшие плющом и высохшие насаждения по согласованию с экологами будут вырублены. Парк имени Надежды Курченко не приводился в порядок уже много лет. В четверг, 25 февраля, с 11 часов до 13 часов часть Сухума останется без подачи электроэнергии, сообщает РУП «Черноморэнерго». На подстанции Сухум-1 будут проводиться ремонтные работы в рамках инвестиционной программы. И в конце выпуска традиционно о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в четверг, 25 февраля, в Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью возможен дождь, туман. Днем преимущественно без осадков. В предгорьях и горах снег. Температура воздуха ночью 0, плюс 5, днем плюс 4, плюс 9. Температура морской воды плюс 10. И на этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.